Кто-то скажет, не самая приятная процедура, однако эта кровь поможет спасти чью-то жизнь. Только за прошлый год в нашей республике зарегистрировали порядка 15 тысяч доноров. Кровь сдают безвозмездно. Главное – это шанс помочь часто абсолютно незнакомому человеку. Всемирная организация здравоохранения в этом году темой праздника выставила, «Спасибо за спасение моей жизни». И действительно, это слово «спасибо» говорит в нашей республике большая армия спасенных людей. Все они сегодня говорят спасибо людям, которых они, возможно, никогда не увидят. Они не узнают, чья кровь течет в их жилах. Но благодаря им, этим людям, они сейчас дышат, они сейчас вернулись в свои семьи, они растят детей. Каждый новый день Малика Дукаева встречает как настоящий подарок. 5 лет назад девочке поставили редкий и опасный диагноз – апластическая анемия. Это значит, что костный мозг Малики не вырабатывает стволовые клетки. Болезнь поражает в детском возрасте и встречается у 5 из миллиона человек. Излечение возможно только при пересадке костного мозга, а пока жизнь Малики поддерживает постоянное переливание крови. Мы подали на поиск донора стволовых клеток в Международный банк. Но пока донора не нашли. И вот все это время у меня ребенок находится на компонентах крови. Раньше мы переливаем месяц один раз, теперь уже каждую неделю приходится переливать кровь. Поэтому сегодня, в этот день, мне очень хотелось бы поблагодарить от всего сердца всех доноров за их безвозмездной сдачу крови. Мы ездим часто на лечение в регион России. И вот там тоже говорят, что у нас очень хорошая станция переливания. Если мы уже столько переливаем кровь, у нас до сих пор нет никаких патологий, побочных эффектов от них. В преддверии празднования Всемирного дня донора Малика Дукаева с мамой пришли поблагодарить сотрудников и всех тех, кто спешит помогать людям. Во время концерта активным донорам вручили заслуженные награды. Я хочу поздравить всех почетных доноров, которых сегодня мы наградили, всех людей, которые приходят и добровольно сдают свою кровь, тем самым спасая кому-то. Донор – это дарить. Вот. И если где-то ты понимаешь, что кому-то ты спас жизнь, ну, наверное, это самое лучшее, человеческое или доброе, что ты мог бы, наверное, сделать безвозмездно. Большинство из этих людей сдавали кровь десятки и даже сотни раз. Имена доноров охраняются врачебной тайной. На пробирке лишь штрих-код. У каждого пациента в среднем забирается 350-400 мл крови. Этот объем компенсируется за короткий срок. Принося пользу другим, донор улучшает и свое здоровье. Омолаживается организм, нормализуется артериальное давление, вырабатывается привычка к кровопотере. Сдача крови – это со всех сторон, и по человеческим канонам, по жизненным, по религиозным канонам. Это самое богоугодное дело. Я призываю жителей нашей республики активно подключиться к донорству, поддержать. В числе доноров и чеченские байкеры. Они устроили настоящее шоу на улице Грозного. Активные участники регионального отделения «Ночных волков» показали разные номера. Многие из них делать непрофессионалу опасно для жизни и здоровья. Мы сегодня собрались, чтобы сдать кровь, стать мотодонорами и не остались в сторонке. Мы все собрались тут, чтобы поехать и сдавать кровь. В рамках всероссийской акции «Мотоавтодонор» мотоциклисты также проехали по центральным улицам столицы от мечети «Сердце Чечни». В пути делали обязательные остановки и призывали автолюбителей присоединиться к донорскому движению. Финиш у станции переливания крови. Настроение в такой день праздничное, поэтому после приветственных слов прямо в коридоре устроили ловзорг. Здесь же ребята пополнили банк крови. Многие из них в этом кресле не впервые. И, возможно, своими действиями они уже спасли чьи-то жизни. Елизавета Чепханова, Ахмед Джабраилов, Луиза Юнусова. Новости.